предполагать, поскольку очевидных фактов и доказательств у нас нету, но если исходить из контекста происходящего, здесь может быть единственная сторона, которая заинтересована в подобном развитии событий, и эта сторона точно не грузинская. Здесь может быть, это всего лишь предположение, потому что фактов и доказательств у меня нет, но я пытаюсь мыслить логически. Может быть российский след, учитывая, что с недавних пор, относительно с недавних пор, в течение последних 2 лет, грузинские власти по совершенно непонятным причинам не пропускают на территорию Грузии, отказывают во въезде в Грузию гражданам Армении, имеющим, скажем так, не пророссийскую ориентацию. Отказывают во въезде людям, которые никогда никаких преступлений в Грузии не совершали, никаких антигрузинских заявлений не делали, никакой деятельностью, которая могла бы так или иначе повредить интересам Грузии, не занимались. То есть здесь есть единственное логическое объяснение, это то, что эти люди не угодны России, и учитывая нынешнюю определенную аффилиацию грузинских властей, лично господина Иванишвили, от России, лично Владимира Путина, здесь может быть единственное объяснение, это то, что подобные списки, в том числе формируются с учетом интересов России. Аналогичным образом проблемы с экспортом армянского коньяка могут быть связаны той же логикой с российским следом, потому что иного объяснения происходящему я лично просто не вижу. Я не думаю, что Грузия перекроет весь транзит. Я лично так не считаю. Но я думаю, что это временная ситуация, связанная с каким-то политическим давлением, которое пытаются оказывать на Армению. Естественно, из России. Естественно, в качестве, скажем так, для острастки, чтобы никто в Армении не думал о Европе, не думал о Западе, не думал о США и продолжал считать, что хозяева сидят в Москве. Но мне кажется, это временная мера, и очень скоро эта ситуация будет разрешена. Я буквально в этом уверен практически. Никаких санкций на самом деле нет и быть не может по определению. Речь идет о временных препятствиях, имеющих политический окрас и не связанных с отношениями, собственно говоря, Грузии и Армении. Нам с Грузией делить нечего. Никаких проблем между нами нет и быть не может. Мы являемся 2 странами, имеющие прекрасные партнерские дружественные отношения. И по большому счету общие интересы. Интересы армянского и грузинского народа, они общие. Это демократия, это возвращение в цивилизованный мир, это интеграция с Евросоюзом, это демократические ценности, это права человека. И я не думаю, что у нас есть какие-то проблемы в этих вопросах. Это временное явление, эта ситуация будет улажена. Сейчас трудно сказать, какое это значение будет иметь для всего Союза, всей территории. Это большое значение имеет для Ирана. Иран к этому стремился в течение длительного времени. Хотя, учитывая то, что сейчас Иран находится в достаточно активном диалоге с американцами в отношении своей ядерной программы, здесь тоже особо прогнозировать-то рановато. Но в любом случае это для Ирана вполне себе выгодная договоренность. Для Армении это вполне может быть интересным экономическим вариантом, потому что граница Армении вполне может стать, если не основным, то одним важнейшим транзитным барьером или транзитным коридором со стороны Ирана. Посмотрим, насколько. Это все зависит не только от Ирана, не только от всего экономического пространства, это и от Армении тоже будет зависеть, какую позицию Армения займет в этом плане. А здесь всякие удивительные моменты могут произойти. Армения есть набившая оскомину уже вариант Зангезурского так называемого коридора, который очень много обсуждается, кто контролирует, какая территория, там суверенная, несуверенная и так далее. Но все абсолютно забывают тот факт, что в случае начала функционирования и правильного форматирования всей этой истории Армения получает через Азербайджан сухопутный выход на территорию Российской Федерации и дальше. Чего сейчас у нее нет, потому что через Грузию, через этот перевал, это не экономика, а головная боль. Это все вещи взаимосвязаны. Вот настал момент, когда можно было бы сказать, сейчас, можно воспользоваться очень эффективно новой позицией, новым положением Ирана в системе для того, чтобы начать, не спеша развивать свою граничную торговлю. Но основного этого элемента нет. Куда возить, что делать?
страной или нет, остался за бортом переговоров в отношении, между Баку и Ереваном. Конечно, это зависит от двух сторон. Но, насколько мне помнится, собственно говоря, Азербайджан, в общем, всегда с этого начинал. Вне зависимости ни от чего. Насколько мне помнится, этот вопрос-то мяч остался в воротах Армении. Ереван все очень переживал, как бы он не потерял суверенитет над этой самой дорогой, которая по его территории будет проходить. Плюс там вопросы возникали в отношении того, что якобы Россия собирается там или очень хочет контролировать эту дорогу. В общем, всякие слухи, домыслы и помыслы, которые, в общем, не позволили эту вполне себе рабочую с точки зрения экономики и пограничного регулирования ситуацию довести до конца. Конечно, дело не в самом Заблизовском переходе. Конечно, вопрос уходит в проблемы между Арменией и Азербайджаном, которые сложились в свое время вокруг Нагорного Карабаха. Но, простите меня, уже пора вопрос этот, в общем, списать с повестки дня и заняться взрослыми вещами, чем мериться тем, а кто кого там круче, и чья деревня, чья. Эта дорога никуда. Я думаю, нужно не торопиться с выводами, поскольку еще не ясно, это просто личное мнение Уиткофа или просто, так сказать, такие теоретические мышления в администрации Трампа, или это действительно вопрос повестки ближневосточной политики администрации США. Пока этого не ясно, и от реакции Еревана тоже есть такое впечатление, что и Ереван пытается понять, что это значит, почему Уитков разговаривал на эту тему, потому что Ереван, конечно, не отрицал, но и не подтвердил, что есть такие контакты, такие обсуждения с администрацией Трампа. Так что, я думаю, нужно ждать, чтобы понять, насколько это вопрос действительно практической повестки политической жизни, политических задач Соединенных Штатов. Конечно, мы можем, так сказать, задаваться вопросом, что это может значить в сущности. И мы знаем, что Абрамовские соглашения — это инициатива президента Трампа, так сказать, первого срока, когда он был президентом США с 2016 года, вернее, занимал должность с 2017. Идея этих соглашений была в том, чтобы примирить арабские страны залива и Израиль. В этом плане задается вопрос, а при чем тут Армения и Азербайджан? И если администрация Трампа предусматривает какое-то участие Армении и Азербайджана в этих соглашениях, это может означать, что администрация во всяком случае задумывается о более обширном смысле этих соглашений. Во всяком случае, мы должны ждать, чтобы более подробно понять, настолько это действительно практическая повестка политической жизни ближневосточной политики США. Не уверен, что Армения ведет действительно практические и конкретные переговоры на эту тему. МИД Армении, конечно, не опровергает и не подтверждает, что есть такие переговоры, конкретные переговоры, и заявляет, что любая инициатива, которая приведет к миру в регионе, конечно, дает новые возможности. Но, опять-таки, я могу сказать, что есть впечатление, что и Ереван тоже пытается понять, что есть под заявлениями Уиткофа в практическом смысле. И в этом плане Ереван пытается не опровергнуть, так сказать, возможность таких обсуждений. Во всяком случае, наверное, и для того, чтобы предусмотреть эти обсуждения как возможность для контактов с администрацией Трампа. Во всяком случае, мы видим, что после того, как новая администрация заняла свои позиции в Белом доме, мы не видим такие интенсивные, активные контакты Еревана и Вашингтона в открытом смысле. Я не знаю, есть ли контакты кулисные, так сказать, но активных контактов мы не видим. Мы не видим, так сказать, взаимных визитов двусторонних высокопоставленных делегаций, во всяком случае, пока что. И в этом плане очень трудно сказать, обсуждается ли такой вопрос. И еще можно упомянуть то, что когда Ереван
Ереван с предыдущей администрацией подписал устав комиссии по вопросам стратегического партнерства между странами. Тогда еще госсекретарь Блинкен заявил, что Армения присоединяется к глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Сирии. Мы не знаем, есть ли этот вопрос в повестке в отношениях с новой администрацией США. Или новая администрация США уже не интересуется этим вопросом, и, может быть, в ближневосточной политике меняется представление, и может меняться еще и вот эта договоренность с Арменией, которая была в предыдущей администрации. Мы видим, что политика США по отношению к Сирии меняется. Трамп в своем ближневосточном турне уже встречался с президентом Сирии, уже заявил, что отменяет санкции против Сирии по просьбе Эрдогана и саудовского принца Бин Салмана, потому что очень уважает их. И есть такое впечатление, что американцы в вопросе Сирии, так сказать, доверяются Анкаре и Риаду, и сирийскую проблему, так сказать, взвешивают на их плечи. Так что мы видим, что регион, ближневосточный регион меняется, и не исключено, конечно, что США видят эти абрамовские соглашения уже не просто механизм улучшения отношений арабских государств и Израиля, а просто некий механизм, на котором может строиться обсуждение, более детальное обсуждение новой региональной системы безопасности, включая даже и Кавказский регион. Есть еще один вопрос. Настолько вот эти мысли, которые озвучил Уитков, были обсуждены с Россией. Мы знаем, что Уитков на передовой переговорном процессе Трампа и Путина. И это ключевой вопрос. Обсуждались ли такие идеи, которые озвучал Уитков по поводу абрамовских соглашений с Россией? Потому что если эти идеи согласовываются с Россией, то это одно. Если нет, то значит, что эти идеи, так сказать, имеют даже конфронтационный потенциал между США и Россией, имея в виду то, что и Кавказ, и Ближневосточный регион очень важные регионы для России. Мы услышали некую, так сказать, рамочное представление, но на этом можно очень трудно судить, какие конкретные видения будет иметь это рамочное представление по поводу, скажем, политики Армении. Для Армении в целом, конечно, очень важный регион, ближневосточный регион. Для Кавказа, для безопасности Кавказа это фактически в сущности один регион. Армения в Ближнем Востоке представлена, не как государство, конечно, Армения кавказское государство, но в Ближнем Востоке армянский фактор всегда был веками. Этот фактор фактически даже международно признанный фактор, как во всяком случае христианская община, одной из древних христианских общин. Мы знаем, конечно, что администрация Трампа очень большое значение дает вот этому аспекту международной политики. Так что это, конечно, вопрос, который может Армении дать новые глобальные возможности. И мы должны быть как государство начеку, использовать вот эти возможности для укрепления безопасности Армении, укрепления вообще среды безопасности Армении.